Применение нанобальзама профилактически восстанавливает нарушенный путь между щитовидной железой и гипофизом. Тот гормональный путь, который необходим для зачатия. Гормональный путь. Как он делает? Профилактически восстанавливает работу поджелудочной железы, так как устраняет первое инфекцию поджелудочной железы, гормононедостаточность, гормононедостаточность, инфекцию. Далее идет дефицит йода-дефицита, селена-дефицита, необходимых микроэлементов. И тогда щитовидка начинает работать в полном объеме, подается сигнал на организацию передней части гипофиза гонадотропных гормонов. Гормонов, которые будут закладывать будущему плоду место матки. И что это означает? Когда пойдет этот сигнал, 100% зачатие. Ошибаются врачи те, которые не учитывают этот физиологический путь. И я, как специалист-физиолог, это должны мы всегда учитывать, что в первую очередь идет физиологический путь. Применение нанобальзамов, далее, смотрите, восстанавливая этот гормональный уровень, будет активно что делать? Участвовать в питании будущего зародыша, создав его до эмбриона, до внедрения его в матку, обеспечить ему жизнедеятельность, а также сделает профилактику замершей беременности. Вы понимаете? На гормональном уровне. Замершая беременность на гормональном с нарушением физиологии идет по этому пути. Это путь нарушения проблемы щитовидки, проблемы гипофиза, проблемы гормональной активности матки. Следующий путь нарушения зачатия это идет физиологическое нарушение с гипофиза матки. Многие не понимают, что голове 150 миллиграммовая гипофизная железа отвечает за всю эндокринологию, которая происходит в нашей репродуктивной системе. Применение нанобальзама обеспечит у вас безопасность родов, потому что 3 части идут. Задняя часть, почти оксидоцин, отвечает за сокращение матки, за его успешность родов. Передняя часть будет отвечать за гормональную активность в матке, и тем самым обеспечивая жизнь. И вторая часть обеспечивая роды, устраняя различные формы селенодефицита. В Южном Казахстане мы используем селен дополнительно. Почему? Потому что этот регион полностью селенодефицитный регион. Не назначаем много, нужно назначать 1-2, чтобы завести механизм физиологии и обеспечить профилактику нанобальзамами. Вот тогда будет 100% результат. С этих позиций далее идет. Это были гормонального уровня нарушения. Теперь нарушение на уровне печени. Нарушение на уровне печени. Это замершая беременность. Это гибель ребенка на раннем сроке. Гибель ребенка на позднем сроке. А также абортальность. Ранняя, поздняя абортальность. И неблагополучные роды с кровотечениями. Отслойками чего? Плаценты. Это идет через печень. Печень, которая может быть инфицирована гепатитом С,
инфицирована бруцеллой, абортус, далее нашпигована вирусами, нашпигована антибиотиками, вы понимаете, а также паразитами. Она нечистая, она зашлакованная. Все это в любом случае может перейти через пуповину в плаценту ребенка. Это большая угроза. Применение нанобальзама что делает? Профилактику уходит гепатит С, профилактику абортус, профилактику вирусов, профилактику особо важного вируса. Это бактерии, даже вам скажу, грамм-положительной бактерии Кинзелла, которая вызывает ДЦП. Я это заявляю, потому что у меня очень многолетний опыт исследований в этой области. Далее, обеспечивая эту защищенность, поэтому в врачебной практике запрещают во время беременности витамины неочищенные, БАДы неочищенные, потому что все это может перейти плацентально. Почему мы запрещаем? А нанобальзам, наоборот, убирает все это через кровь, при этом обеспечивая ребенку идеальную чистую кровь, идеальные роды, безопасность жизни, безопасность передачи наследственных заболеваний, а также самое главное – жизнь ребенка, рождение жизни ребенка. Поэтому мы должны очень ответственно отнестись к профилактике будущих мам, будущих детей, особенно для тех, у кого резус отрицательная группа крови, для тех, у кого гепатиты С, у кого были рождения ДЦП детей. На это обратить большое внимание. Не бояться зачатия, наоборот, сделать все для рождения хорошего ребенка. Это можно обсудить. И еще я вам скажу, плохая печень всегда диктует свои законы. Законы мертвых рождения. Когда бывает такой долгожданный ребенок, он мертвый. И это очень пагубно относится на здоровье женщины, на стресс-ситуации женщины. Женщина теряет долгожданного ребенка. Поэтому применение бальзама необходимость первая профилактической точки зрения, подготовка беременности. Далее, даже защищенность, потому что нам можно применять его с самого первого дня зачатия и до рождения. Обеспечивается ребенок 250 микроэлементами, 189 настоями. Дальше идет 88 ксантонов. Вот какой показатель профилактики они получают. При этом у ребенка, уже рожденного ребенка, отсутствует неврологический статус, отсутствует заболевание гидроцефалии, всякие врожденные пороки сердца и так далее, и так далее. Ребенок живой и здоровый. Вот то, что нам нужно для здоровья нации. И поэтому я вас очень попрошу внимательно изучить действие бальзама, особенно в медицинских учреждениях.